бандит вам пистолет к голове приставил и говорит, подпиши, вы куда денетесь? Тохтарбаев Джендешбек, и он должен понести ответственность и вернуть то, что забрал. А сейчас у меня ничего нет, я не боюсь. Государство в руках наручников – это очень опасный претендент. Я считаю, что власть должна разобраться. Когда человек без ничего, бояться нет. Когда у меня что-то было, да, я боялся, я потому что хотел оставить детям. И, используя свои схемы, изъяли у меня мое имущество. Ну, там было, по-моему, фамилия Исманов. И почему-то документы разбили на два, что категорически нельзя, и вторая папка написана «секретно». Это мы знаем. Я считаю, весь момент этого мошенничества произошел там. Я хочу увидеть правду, и я считаю, что Джинеш Байке, он не прав. Он не прав. Поэтому нельзя так делать с людьми, общаться и так вот поступать. Все дети разъехали, и жена. Я просто один, потому что они уже не верят. Но я все-таки верю, и я буду жить здесь. И я думаю, что я добьюсь справедливости. Салам достор, мен бүгүн Жалал Абад области Манас шаарындамын. Дал менин артында турган объект бул мамлекеттик ипотекалык компания куруп аткан объект. Мына ушул объектте Александр Ким деген кыргыз жараны 1989-жылдан бери бизнес кылып, бүгүнкү күнгө чейин түптөп, ичинде 500 миллиондон ашык суммада атайын жана суюлтулган газдарды чыгарган заводу бар болчу экен, кафелери бар болчу экен, өзүнүн жашаган үйү жана башка окаташтары бар болчу экен. Ошонун баарын мурунку экс-мэр, мурунку депутат Жеңиш Токторбаев тартып алып койду дейт. Жүрүңүздөр анда. Бул маселелер кандай жол менен, кандай ыкмалар менен тартылып алынган? Мына ошону жеке ишкердин өзүнөн сурайлы. Жүрүңүздөр, чындыкты бирге издейли. Бул жерде эч кандай кастык, эч кандай башка ойлор жок. Бир гана ушул адилеттүүлүктү издемей. Расскажите вкратце, как вот отобрали у вас земельный участок и сегодня положение какое у вас? Здравствуйте, Болот. Здравствуйте. Я просто хочу сказать, я очень рад за страну, которая на моем участке построили такие дома. Я в свое время тоже агитировал по 7 каналу, чтобы все предприниматели, имея участки, которые не могут освоить, пошли навстречу, который бросил клич сам президент, что строительство жилых домов остро нуждающихся для людей. Поэтому мне было приятно, и когда я давал интервью, мне сказали, что да, раз так поступил, вам будет дана компенсация. Это можно проверить в 7 канале. Но что я хочу сказать. На этой земле я работаю с 89 года. Тогда, когда в стране было тяжело и нужно было помочь стране, бросили клич, и меня попросила городская администрация построить консервный завод, потом спиртовый завод. Потом происходило очень быстро все. В конце концов, они обязали построить углекислотный завод и кислород, поскольку остро нуждался город в этой продукции. Я взял кредит $500 000, я его вернул, освоил и построил завод, который успешно выплатил кредит и работал. Но потом настали почему-то для меня очень тяжелые времена. Значит, предварительно, обеспечив мне встречу в Бишкеке на Рыскулова, это друзья и родственники Тохтарбаева Женыша, мы встретились, А тогда кем он работал? Он был просто депутатом Джугуркенеш, он представлял власть, поэтому мы с ним встретились. Ему не понравилась моя сумма, он сказал, мы такие богатые, и был очень крайне недоволен и ушел, не то чтобы угрозая, но был крайне недоволен. После этого, у меня буквально это было в феврале, после этого 26-го, когда я уже договорился с другим клиентом о продаже, ко мне, единственное, попросили принести справку о том, что она не заложена. Что он хотел вообще построить на ваш участок? Что он предлагал вообще? Какую сумму предлагал, если не секрет? Не, мы просто не обсуждали, что он будет тут строить. Но сумму он назвал, что такой участок стоит $1 миллион. Мы попросили чуть больше, но он сказал, мы не можем только заплатить, мы не такие богатые. И встал, и, конечно, он недоволен, он ушел. Но я не расстроился, поскольку были и другие клиенты, это все-таки центр города. Но когда я пришел за справкой в госрегистр, мне сказали, что у вас территория обременена и, то есть оштрафована, поставили на арест Государственного комитета национальной безопасности. После этого пошли звонки, где меня усиленно приглашали.
в конце концов, выброс момент, я пришел к ним, явился. Буквально в тот же момент они спросили, вот этот участок вы должны нам дать. Я сказал, ну, как я вам должен дать? Такого невозможно. Затем, значит, они меня продержали до 3 вечера. Где-то через налоговую инспекцию пригласили, что я должен какую-то сумму. Ну, в конце концов, они быстро оформили и заключили меня под стражу. Под стражу? Да, заключили прямо в СИЗО. И буквально через день... А обвинение какое было? А пока еще ничего не обвиняли. Они сначала в качестве свидетеля, а потом уже предъявили обвинение за якобы неуплаченный налог. Но это тоже было только надумано. Первоначально они требовали, говорили, все равно ты отдашь эту землю. Это было дословно так сказано. То есть те, кто должны по поводу нас защищать, они путем угроз уже стали требовать. Ну, я сказал, нет, я не могу вам просто так дать. Поэтому что получается? Через день они вызывают, значит, приезжает сын, поскольку меня закрыли. Значит, в чем дело? Они с него требуют красную книгу. Я не знаю, я, конечно, не говорил, но каким-то образом они, оказывается, сыну сказали, что отца мы не выпустим, пока вы не привезете документы. Естественно, сын привез, он беспокоился за меня, потому что я больной, у меня и сахар, и спина радикулит, поэтому, и возраст у меня уже 70 лет, поэтому они пришли все документы. Затем, значит, что они делают? Тухтарбаев, как говорит он мне, находит клиента на мое оборудование, дает срок в течение 2 недель убрать. Потом, значит, оборудование, документы представлю, мне обошлось $500 000. Завод он объемный, очень много было соединений, оборудования, поэтому. Я что хочу сказать, что я когда вышел, все уже было тут открыто, и Бахтияр, который попросили, чтобы он приобрел, он пришел, он тоже говорит, уже почти половины оборудования не было, было все растащено. Поэтому есть люди, которые видели... А кто такой Бахтияр? Это который он говорит показания, что он его заставил купить. И есть люди, которые его видели на территории в каске, что он давал распоряжение. И в частности, были забраны лично мои трубы, очень дорогие трубы. Было ТП 400 киловатт, водонапорная башня, цеха. То есть все, что было, ничего не осталось. А деньги вам даже за ваше оборудование? Нет, они мне сказали, что они оплатят мой налог. Налог, конечно, надуманный. Налог сколько вы задолжались? Они мне предъявили 15 миллионов, потом я вышел сразу 10 Самами миллионов. или долларами? Самами. Я сразу 10 миллионов убрал, поскольку это все было надумано. И эти 5 миллионов тоже надумано, но тем не менее я выплатил. Но здесь какая получается хитрость. Здесь есть такая маленькая хитрая уловка. Оборудование, продавшее, денег мне не дали. Деньги получил Тухтарбаев Джаныш. Он говорит, что он якобы отдал и заплатил за налог. Но тем не менее следователь сказал, что налог заплатила ГКНБ. А я говорю, а как же мое оборудование, мои деньги? Он говорит, этого я не знаю, это спрашивайте там. Понимаете, он так сказал, там спрашивайте у него. То есть налог заплатила ГКНБ. Я хочу вам сказать, здесь проглядывается некая схема. Если бы я получил деньги и заплатил бы я бы, то я спокойно бы снял бы с ареста и имел право распоряжаться своей землей. Но они мне такого права не дали. Путем моих же денег, заплатив от другого имени, то есть я не имею права распоряжаться своей землей, поскольку она находится под арестом. Видите, какая схема очень мудрая. Поэтому, я думаю, что это придумал наш глубоко уважаемый Тухтарбаев Джаныш, потому что он образованный депутат. Поэтому, я думаю, так произошло. И потом, буквально, когда все это произошло, они меня вывели в наручниках в госрегистр, заставили подписать документ, сказали, что это договор о передаче добровольно. Когда я попросил, значит, чтобы сняли наручники, они сказали, нет, так подписывай. И когда я попросил, поскольку я расписал документ... Вы тогда были под арестом, да? Да, попросил документ, они сказали, этот документ тебе не нужен. Я даже был в таком состоянии, я даже не знал, что надо было хоть почитать, там, будем так говорить. И, вот тут и проглядывается вот такое интересное. Власть имущие, я говорю, что в лице, которой мы доверяем, провел такую беспрецедентную операцию, которая ущемила мои права.
и путем обмана, злоупотребления своим положением. Это поэтому очень многие сейчас и не доверяют власти. Хотя вот сейчас президент Джапаров дал клич, что тем, у кого было нарушены конституционные права, и которых вот таким образом изъяли это имущество, он говорит, надо разобраться и вернуть. И я надеюсь, почему я даю вам интервью, что он все-таки услышит. Потому что вот такие люди, они дискредитируют власть. Но я все-таки верю, значит, и Туманбаеву, и Джапарову, поскольку это вотчина уже ГИКа. Но что самое интересное, но это мое личное мнение, забрав деньги, а они забрали, сумма там очень большая. Когда я подписывал, я видел сумму 483 миллиона сомма. А передали ГИКу, и теперь мне говорят, возьми свои деньги у ГИКа. Если я прав, ГИК мне не может дать деньги, потому что он уже отдал, уже его изъяли этих денег. Если я не прав, то да, я думаю, что они вернут деньги. Потому что справедливость для них это очень важно в преддвериях выбора. А так я говорю, я очень рад, что на моей земле построено, но я хотел бы, чтобы эти здания не были исторически кровавыми, чтобы они были чистыми. Уж если вы дали, что вы сделаете справедливость по отношению к тем людям, которые владели этим имуществом, то я думаю, тогда и мы с удовольствием будем голосовать за эту власть. Я буду впереди идти, но я считаю, что власть должна разобраться, почему Токтарбаев Джейдешбек, хотя он говорит, что нет, я его не знаю, он может говорить что угодно, но все-таки он должен понести ответственность и вернуть то, что забрал. Это не его. У меня еще есть 4 сына, а извините, когда в наручниках подписывают, я вам честно скажу, это все что бандит вам пистолет в голове приставил и говорит, подпиши, вы куда денетесь? Государство в руках в наручниках, это очень опасный претендент, которым нежелательно такое. Поэтому это люди, только обреченные властью, используя ее и используя свои схемы, изъяли у меня мое имущество и оставили мне с чем. Хотя в свое время я очень много платил налогов, и когда трудно было стране, бросили клич, я всегда приходил на помощь, поскольку в нашей бригаде были ресурсы. И когда мы работали в Тайгаве 9 лет, 9 лет я держал знамя трудового красного знамя, без никому не передавая. И так я там закончил свою трудодеятельность. А в конце, получается, государство. И что я хочу сказать? Все дети разъехали, и жена. Я просто один, потому что они уже не верят. Но я все-таки верю, и я буду жить здесь. И я думаю, что я добьюсь справедливости. Как попало ваши документы в руки ГИК и Я понял. строительство как пошло? Я понял. Значит, я подписал дарственную в наручниках, поэтому документы... Дарственную кому? Фуги. Фонд госимущества. Фуги я подписал. То есть добровольно вы передали фуги? Заставили передать. Это не добровольно. Когда вы в наручниках, это не добровольно. И дарственно дарить, извините, такое имущество, у меня еще 4 сына есть, я могу им подарить. Но это принудили и заставили, это однозначно. Ну когда вам говорят, мы вас не выпустим, мы вам припомним 95-й год, у вас еще дети есть, вы подумайте хорошо, иначе вы вообще отсюда не выйдете. Давление было, конечно, очень жестокое. И когда я подписывал, должен был присутствовать врач, который бы оценил мое состояние, я дееспособен или нет. Но они, наоборот, этого не хотели. Они просто говорят, подпиши и все. А физические пытки там не были? Нет, такого, конечно, не было. Но, знаете, иногда морально, когда человек молчит, это иногда бывает сильнее, чем уж лучше бы кричали бы. Я вам сразу скажу. Вы знаете, что такое ГКНБ? Это какая силовая структура? Это было очень сильно. И когда она в сговоре с ними, Джиныш Токтарбаев, вообще он такой очень властный человек и очень страшно, я вам скажу, и очень опасно. У меня есть мое подозрение, что они изъяли эти деньги, передали их в ГИК, и теперь мне посылают, чтобы я свои деньги взял в ГИКе. А это неправильно. Поэтому прошло Туманбаева, поскольку вот этот участок он ответственен, чтобы он помог мне изъять эти документы. И тогда будет все ясно. И если я не прав, я думаю, что мне выплатят. Но если я прав, будет сложнее. А если я постараюсь вам еще дать это интервью в конце, что из этого получилось. А если я не смогу вам дать этого интервью, значит, меня уже нет, и наручники победили. Все. Когда человек без ничего, бояться нет. Когда у меня что-то было, да, я боялся, я потому что хотел оставить детям. А сейчас у меня ничего нет, я не боюсь. У меня тоже, и дом был здесь,
и кафе, и здания были, производственные цеха. Все забрали, все изъяли. Ничего не дали. Поэтому и я хотел бы попробовать, вот рассмотрели, как было изъято это оборудование. Потому что там просто были махинации. ГИК говорит, что я взял у Ким Романа, у моего сына, поскольку на нем было оформлено. А мэрия говорит у Фуги. И тут сплошной туман. И документы, вот я почему прошу просить Туманбаева, документы не дают, не показывают. Но я точно знаю, фамилия была другая, это, который, я думаю, считал, если взял документы. Ну, там была, по-моему, фамилия Исманов, но когда я был в госрегистре, сказали, другая фамилия, там не это. И почему-то документы разбили на два, что категорически нельзя, и вторая папка написана секретно. Это мы знаем. Я считаю, весь момент этого мошенничества произошел там. Я и прошу вот Туманбаева, поскольку вот он может повлиять, разобраться, где правда. Больше мне ничего не надо. Я хочу увидеть правду, и я считаю, что Джинеш Байке, он не прав. Он не прав. Поэтому нельзя так делать с людьми, общаться и так вот поступать. Когда вы были в наручниках, под давлением, вы же сказали, что вы видели 483 миллионов Сом. Так точно. И это кому, кто, куда передал? Вот этот момент уточните, пожалуйста. Это была оценка моего имущества, произведенная самим Фуги. То есть Поэтому, когда я увидел эту сумму, они сказали, подпиши здесь, подпиши здесь. Я подписал. И когда попросил эти документы, чтобы я взял, они не дали, сказали, это вам не надо. Вот и все. Но сумму я видел, что да. А кому и как она, вот это я и хочу уточнить и выяснить. Потому что это центр, и, скорее всего, эти деньги изъяли. Я допускаю, что эти деньги изъяли, поскольку этих денег нету ни у государства, ни у кого, но деньги ушли, потому что здесь, когда мы рассматривали ГИК, они сказали, было написано, что передавал мой сын, Ким Рома. Но дело в том, что его уже 3 года нету здесь, в Киргизии, он в Корее, поэтому я вам говорю, это не он. То есть там фамилия другая, которую они не показывают. Та фамилия, которая там есть, я думаю, что они эти деньги и забрали, а потом передали ГИКу. Потому что Фуги оценку делает, я подарил, Фуги может продать этому человеку, а этот человек может перепродать ГИКу. Все. И потом они изымают его, и получается вот от Ромы. Но Ромы не было. Поэтому я и прошу Туманбаева, что как вот это, кто вот эта фамилия, в этом, поэтому у них сейчас на одну землю 2 папки. Одна секретная, это мы точно знаем. А одна, и я думаю, что ответ в этой секретной папке. Оборудование у меня изъяли, деньги мне не дали, деньги дали к Тохторбаеву. Я был свидетелем этому. И внесли в налоговую не под моим именем, поэтому я и не мог с Ареста снять. Вот в чем проблема. Это чистое мошенничество. Если они забирают мое оборудование, он мне, как говорит, помог найти продавца, клиента, покупателя, деньги покупатель должен дать мне. Я должен был погасить и снять с ареста в госрегистре. Тогда я имел право распоряжаться землей. Но они сделали так, что деньги взял Тохторбаев, Джинеш, а следователь говорит, это мы оплатили. Никакие деньги от Тохторбаева не поступали. Не, когда вы расписались под давлением, это только за участок вы расписались, я понял, да? Да. Но оборудование-то отдельно? Да. Правильно? Да, это отдельно. А вы знаете хотя бы, куда попал вот это оборудование? Да, вы знаю. попытались искать, написать заявление? Не, она сейчас следствие ведется, заявление мы написали. Просто тот покупатель, который купил, он говорит, что его тоже заставили. И когда он пришел, что половина уже цеха была разворована, и это оно у него там лежит. Поэтому он тоже это сделал по принуждению Тохторбаева. А мы можем на место посмотреть ваше оборудование? Да, можем. Мына ошентип Александр Кимден биз бардык чындыгын азыр сурап чыктык. Александр Ким айтып атат? Мына бул участокты бергеним менен көп деле кейбейм дейт. 483 миллион сомго бердим дейт. Макул ушул жерге куруло берсин. Бирок ичинде бунун заводу, үй мүлкү, ошолордун баары бар экен. Алардын баарын сыртка чыгарып, бузуп, жана башка дагы кымбат окаттары бар экен. Баарын алып койду дейт. Александр Ким азыр ошол жеринде барып мен оборудованиямды көргөзүп бере алам дейт. Кыстырма кылып айта кетейин,
бул оборудование үчүн сен салыкка 15 миллион карызсың деп, аны дагы ойлонуп таап төлөп коюшту дейт. Бирок менин атыман төлөп коюшту дейт. Ким төлөгөнүн да билбейм дейт. Же УКМК төлөгөнбү, же Токторбаев төлөгөнбү, ал жагы дагы чаташ маселе деп айтып атат да. Бирок анын төлөгөн учурда дагы оборудованиянын баасы өзү айтып атат, кагаздары менен тастыктай алам дейт. 500 000 доллар, бул жарым миллион долларды чапчып атат. Мына калган суммалар кайда кеткен? Мына ушуга биз жооп издейли. Макулсузбу? Анда барып азыр оборудованиялар көрүп келебиз. Жүрүңүздөр анда. Можно я еще скажу? Давайте. Вы знаете, я вот уже постоянно обращаюсь, все это только лишь для того, вот мне берут интервью уже несколько раз, только лишь для того, чтобы рассмотрели вопрос по справедливости. Поэтому я вот всегда даю вот такие интервью. Я думаю, что меня услышат. Все, можем поехать посмотреть? Да. Давайте. Так что? Все нормально?